Здесь мы находимся вот в связи с проведением такой большой конференции Дальневосточного федерального округа. И тема нашей конференции заключается в том, чтобы посмотреть место общин коренных народов Севера в системе самоуправления Российской Федерации. Потому что вы знаете, что сейчас идет совершенствование, реформа местного самоуправления. Вот. Почему, собственно, мы Якутию выбрали? Потому что Якутия работает в эксперименте по этому местному самоуправлению, и мы посчитали нужным, хотя мы должны были проводить в Хабаровске, но посчитали, что в Якутске это более будет практично и более полезно, поэтому решили, что проведем здесь. И мы хотим, конечно, посмотреть опыт, который имеет Якутия по совершенствованию местного самоуправления, в том числе общинного движения, потому что у вас в свое время было даже 250 общин, это очень большое количество общин. И у нас мы помним, что вы в 1991 году, когда указом президента были ликвидированы совхозы, колхозы, у вас на отделениях были созданы вот так называемые общины. И, вот, к сожалению, у нас на Чукотке мы просто разрушили все, и сейчас по новой создаем. Сюда я приехал для того, чтобы посмотреть, как, во-первых, идут дела в Якутии. Вот. Более того, я могу сказать, что сегодня мы посетили Общественную палату Якутии и поговорили о том, чтобы национальные театры, которые будет создан Национальный театр коренных малочисленных народов Якутии, наш национальный театр, каким-то образом, что ли, задружить, чтобы театры нашли какой-то контакт, взаимодействие. И вынесли такое предложение на Общественную палату Якутии создать, может быть, такой совместный фестиваль театральный коренных малочисленных народов. Совместно с Китаем. Мы вот сейчас установили связь с китайской стороной. Там тоже проживают нанайцы, только они зовут себя Хэджи. И у них тоже есть национальный театр и Макань. И так же, как вот есть устное наследие, уже и письменное Олонхо у якутов, то вот и Макань как раз вот в Китае, это вот что-то такое схожее, что сохраняет устное творчество коренных народов. И вот мы бы хотели объединить наши усилия, посмотреть, может быть, где-то есть еще театры коренных малочисленных народов по России. И, возможно, когда-нибудь здесь, на якутской земле, произойдет вот такой фестиваль, куда съедутся театральные деятели наши. И будет еще один повод сказать, что якутская земля действительно благословенная для всех коренных народов, где действительно очень приятно, тепло, радушно встречают. Если касается нашего Ханты-Мансийского округа, то, наверное, взаимоотношения с недропользователями тех семей, тех домохозяйств, которые ведут традиционный образ жизни, и, собственно, на их же территориях лицензионные участки недр. То есть вот взаимоотношения и сохранение территорий, и, собственно, сохранение самой земли для традиционного вида жизни, я считаю, что это одна из основных проблем сейчас у нас. Очень серьезное крупное освоение. Ханты-Мансийский округ больше 50% поставляет углеводородного сырья в России. Естественно, это территории исконного проживания коренных народов. У нас порядка 4000 человек, почти 475 территорий традиционного предопользования созданы в округе, собственно, там, где живут коренные жители своим образом жизни. У нас совхоз, 5 бригад. В каждой бригаде так по 2 с лишним тысячи, по 1000 с лишним. Какие проблемы стоят именно на сегодня у вас на Чукотке? На Чукотке у нас топливо, техника, продукты. Спецодежда есть, палатки так есть, все нормально. А с зарплатой как обстоят дела? Нормально? Зарплаты? Получаете, если не секрет? В пределах 20 с лишним тысяч. Так, 24. Вот, допустим, бригадир, ветфельдшер, они как больше получают, а уже 3-й разряд, они поменьше. Да, болезни, и надо же и в ветаптеку, и лекарства, вообще медикаменты тоже и людям, и оленям, также животным, собакам, всем. А государство помогает именно Чукотке? Руководство? Да, помогает, так, это так, в виде так, частично.
субсидий? Ну да, бывает, если успеешь оформить. То есть от документов очень многое зависит, да? Да, документов. А есть перспектива вот еще развивать, да? Да, есть, конечно, ага, есть все к этому стремимся. Так, стараемся. А ваши дети где учатся? В Амалоне? Это там школа, да? Да, там школа вот построили в 2013 году. А сколько Достроили. километров от вашего сада или вообще? Где-то 120, наверное. Это вы отправляете осенью их? Да, в школу отправляем на вертолете. Ага, и осенью развозят их на вездеходе по бригадам. Ясно. А у нас в Якутии есть кочевые школы, да? Вы наверняка слышали. Не хотели бы вы там тоже, чтобы Попробуем. открыли? Да, не знаю, так уже привыкли как по-своему, и так, наверное, и будем. Еще есть проблема, что вот молодые люди не идут в оленеводы, да, и у вас есть такая проблема, или как? Ну да, появляется такая проблема. Ну, сейчас интернет, наверное, всех держит, скорее в поселке, наверное. Не знаю, телефоны, телевизоры. А так, да, есть такая проблема. А как вы с этим боретесь? Или... Ну, не знаю, не боремся. Мы сколько лет вот, работать начали пацанами. Вот нас сколько? Ну, человек 20. И вот так и мы вместе все работаем. А есть кому оставить вот ваше кормление? О, даже не знаю, уже затрудняюсь ответить. А вы вот встали в одном языке между собой разговариваете? Ну, чукотский уже так забываться начинает. Старики работали, а мы сейчас вот молодежь остались уже так, по-своему начинаем. Ну, Вы по-русски разговариваете? ну да, ну так, по-чукотски так. Ну да, бывает, разговариваем, но уже редко начинается. Забывается. А вот, допустим,